Это «Итоги дня», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о главных событиях четверга, 3 августа. Развитие здравоохранения, благоустройство территории и борьба с лесными пожарами. Глава Якутии с рабочим визитом посетил Усть-Майский район. Все лучше детям в Якутии. Объем поддержки материнства и детства вырос в 7 раз за последние 5 лет. Прийти на помощь, когда мамы нет рядом, в Якутии начал работу второй банк грудного молока. Унты, головные уборы, а теперь еще и куртки. В Якутии запустили производство пуховиков с наполнением из оленей шерсти. Постучать, похлопать и сжать. Якутия присоединяется к празднованию Дня арбуза. С недавних пор жители республики собирают их прямо со своих грядок. В Кабмин направили законопроект о сохранении выплат на детей до приема в детский сад. Согласно законопроекту, право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется и после достижения ребенком 1,5 лет. В случае, если родитель не может работать по причине ухода за своим ребенком, которого отказались зачислить в детский сад. Также предлагается выплачивать подобное пособие вплоть до момента зачисления ребенка в детский сад, после чего прекратить выплату. Подобная инициатива особенно актуальна для матерей-одиночек, так как зачастую они, по словам авторов законопроекта, вынуждены буквально выживать на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое не может превышать 40% от средней зарплаты. Президент России Владимир Путин поручил правительству и руководителям регионов как следует подготовиться к предстоящему Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке, чтобы он был, как и всегда, результативным. По оценке Путина, ВЭФ, как правило, проходит на хорошей ноте и с большим результатом. Цитата: «Нужно, чтобы и этот год был таким же результативным. Это наша общая совместная работа, и результат должен быть достойным всех наших усилий, которые мы предпринимаем в этом направлении в течение последних нескольких лет», отметил президент страны. Планируется, что в этом году Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Его девиз: «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Айса Николаев проверил исполнение региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья сегодня в Усть-Майском районе. Новое жилье до 2025 года должны получить около 500 местных жителей. Так, в селе Петропавловск будут построены 3 многоквартирных дома, каждый на 26 квартир. Один из домов будет введен в октябре текущего года. Работы идут без отставания от графика. Сегодня ведется монтаж кровельной конструкции и отделочной работы. В районном центре поселка Усть-Мая построен многоквартирный дом по улице Пушкина. Трехэтажный объект на 51 квартиру был введен в прошлом году. Глава республики в ходе осмотра объекта поручил завершить работы по обустройству детской площадки и двора дома. Я считаю, что в Усть-Майском районе, так же, как и на самом деле по всей республике, программа у нас реализуется точно по установленным графикам, установленные сроки. Не вижу серьезных никаких здесь проблем. В установленные сроки здесь и в Петропавловске дом строится, так и будет введен в Усть-Мае строится, и тоже вводится уже в Солнечном построено. И вот по нашим оценкам порядка 200 квартир мы еще должны в течение первого этапа построить, ввести. Все работы идут, еще раз подчеркну, строго по графику, никаких отставаний нету. Сегодня посетил введенный в конце прошлого года дом здесь, в Усть-Мае. Жители очень довольны. Сам проверил качество дома, очень на хорошем уровне построено. Ну и другие дома, которые сегодня строятся, уверен, будут качеством ничуть не хуже, чем те, которые мы вводили ранее. Новый больничный комплекс Усть-Мая оснастят современным медицинским оборудованием. По проекту здесь предусмотрен стационар на 45 коек и здание поликлиники на 104 посещения в смену. Пациентов начнут принимать уже в первом квартале 2024 года. В настоящее время уже возведено 3 этажа здания, проводятся отделочные работы. В новой больнице будет 2 блока, которые будут соединены крытым теплым переходом. В одном блоке расположится лечебно-диагностический корпус с дневным стационаром, а также приемным отделением для детей и взрослых. Поликлиника, диагностические отделения и дневной стационар на 6 коек. В другом – приемное отделение для взрослых и детей, а также хозяйственные службы Центральной районной больницы. Благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина у нас в Якутии сегодня появилась возможность не только в городе Якутске, но и в сельских наших районах строить
замечательные больничные комплексы. Один из них, по моему решению, было принято решение построить здесь, в Усьмае. Здесь будет целый ряд технологических новинок для и Усьмайского района, да и вообще мало в каком районе республики такое оборудование будет. Сегодня выстроена целостная система мер социальной поддержки семей с детьми, начиная с момента беременности женщины и до достижения детьми 17-летнего возраста. Несмотря на это, в регионе продолжается активная политика поддержки материнства и принятия все новых мер помощи многодетным семьям. Тему продолжит Мария Кардашевская. За последние 5 лет объем финансирования на поддержку материнства и детства по линии соцзащиты возрос в 7 раз и составляет порядка 26 миллиардов рублей. В Якутии реализуются программы финансовой поддержки при рождении детей, для улучшения жилищных условий, субсидированных перевозок, также льготы при посещении учреждений культуры и спорта. Благодаря принятым мерам Якутия сохраняет одну из лидирующих позиций по показателям рождаемости и естественного прироста населения. Количество многодетных на сегодня составляет 34 230, и это 22% от общего числа многодетных в Дальневосточном федеральном округе. Данный показатель говорит о сохранении традиции многодетности в нашей республике. 118 тысяч детей воспитываются в наших многодетных семьях. С начала реализации программы в республике более 4,5 тысяч семей получили выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Одна из них – многодетная семья Худаевых. Молодая семья получила не только эту выплату, но также материнские капиталы, что позволило значительно уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке и снять нагрузку с семейного бюджета. Материнский капитал у нас еще маленький тогда был на второго ребенка. Он был порядка 450 тысяч. Потом за третьего там фиксированная сумма, она не увеличивается ежегодно, но и ее можно потратить только на ипотеку. Она была 450, то есть мы уже вложили, получается, 900 тысяч в погашение ипотеки и плюс республиканский капитал 150. Больше миллиона уже государство нам ипотеку погасило. У нас был ежемесячный платеж порядка 35 тысяч в месяц, сейчас мы платим 16. То есть было меньше. Ну да, это огромная поддержка и помощь. В регионе продолжается активная реализация социальной политики в отношении многодетных семей. На очереди новая мера поддержки. По поручению главы республики Министерством труда и социального развития разработан законопроект об увеличении с 1 января 2024 года республиканского материнского капитала «Семья» в 2 раза, что позволит семьям, имеющим 3 детей, получать еще более значимую сумму для досрочного погашения ипотеки. Мария Кардашевская, Илья Сыромятников, Якутск. Спонсорскую помощь участникам специальной военной операции оценили по достоинству. В Доме профсоюзов прошло расширенное заседание Единого координационного центра республики с участием постоянного представителя Якутии при президенте Российской Федерации, председателя Единого координационного центра Андрея Федотова. Организациям, оказавшим спонсорскую помощь, вручили благодарственные письма. Всего подобные награды получили 34 организации, включая общественные, медицинские и частные. Председатель ЕКЦ выразил благодарность за помощь, за неравнодушие, а также отметил, что единение народа поможет выстоять в этой борьбе. Сегодня это приобретает все более широкое движение. Это отражение того, что наши граждане нашей страны через активную работу волонтеров, прежде всего, активную позицию гражданских наших активистов, начинают все больше понимать, что победа куется в тылу. В республике большое внимание уделяется социальному предпринимательству. К этому сегменту бизнеса относятся люди с ограниченными возможностями здоровья, которые открывают собственное дело. Предприниматели, которые трудоустраивают на своих предприятиях людей с ограниченными возможностями здоровья и предприятия, производящие товары или оказывающие услуги людям с УВЗ и представителям других социально незащищенных категорий граждан. На сегодняшний день в реестре социальных предпринимателей значится 176 организаций. За последние 3 года реализации вот этого механизма, а он у нас реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», а также нашей региональной программы развития предпринимательства в Республике Саха-Якутия, мы смогли поддержать 133 социальных предпринимателя на сумму более 126 миллионов рублей за счет именно прямой финансовой поддержки. Это очень хороший старт, я считаю, и дало нам возможность, что у нас растет численность социальных предпринимателей.
В Минздраве России тем временем опровергли данные о том, что медицинская помощь в стране станет платной. И заявили, что все виды помощи и лекарственное обеспечение в стационарах останутся бесплатными в рамках программы государственных гарантий. Все виды медицинской помощи, в том числе экстренная, неотложная, а также плановая, оказываемая в стационаре или амбулаторно, лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий, говорится в сообщении Минздрава. Ранее в СМИ появилась информация, что с 1 сентября ряд медицинских услуг якобы станет платным, в том числе неотложная помощь. Во благо здоровья и жизни нашего населения в республике открыли второй индивидуальный банк грудного молока. Первый подобный был открыт в ноябре минувшего года, и вот уже менее чем за год состоялось торжественное открытие второго. Также в рамках Всемирной недели грудного вскармливания в Национальном центре медицины республики. Подробнее расскажет Марина Захарова. Причин, по которым мать не может кормить ребенка, много. Продленное пребывание в акушерском стационаре, на лечение ребенка может потребоваться гораздо больше времени и так далее. Также нельзя забывать, что у некоторых могут быть еще дети, так что не все могут позволить себе и дальше задерживаться в больнице. Отсюда главной целью банка является как раз обеспечение новорожденных грудным молоком в любых ситуациях. Мы уже сейчас ощущаем эффективность этого дела, этой работы, потому что, конечно, есть разные жизненные ситуации, да, а благодаря вот таким индивидуальным банкам грудного молока появляется альтернативная возможность продолжения грудного вскармливания. Грудное вскармливание для ребенка на этапе формирования иммунитета бесценно. Оно напрямую влияет на физиологическое и психологическое здоровье, предотвращает развитие ранних заболеваний и аллергических реакций. Региональное отделение матери России своей задачей поставили просвещение матерей в данной области, а также обучению всем необходимым навыкам, необходимым при грудном вскармливании. В этом направлении, конечно, роль общественных организаций очень значима. У нас в этом матери России сделали, по своей общественной работе внесли вклад, чтобы в каждом роддоме матерей обучали, как кормить грудью. И, конечно, это не только эмоциональная связь матери с ребенком новорожденным, да, в то же время это вот все микроэлементы, которые ребенок получает через материнское молоко, укрепляет свое здоровье. Соответственно, это будущее нашей нации. В отделении находятся дети, рожденные раньше срока и с очень низкой массой тела. Кормление грудным молоком в таком случае поможет снизить риски развития осложнений и ускорить процесс выписки детей домой. А банк, в котором молоко хранится в течение суток, а при заморозке целых 3 месяца, со своей стороны позаботится о том, чтобы дети имели доступ к грудному молоку в любых обстоятельствах. Будучи в роддоме, в акушерском стационаре, она сцеживается для ребенка с первых дней жизни и передает свое молоко на хранение в банк грудного молока, из которого мы передаем грудное молоко в отделение реанимации или интенсивной терапии, допустим, нашего отделения для кормления ребенка. На данный момент в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей Национального центра медицины находится 26 младенцев, за состоянием которых врачи следят круглосуточно. И долгом республики является создание всех необходимых условий, чтобы дети смогли поскорее поправиться и вернуться домой. Марина Захарова, Павел Пахомов, Якутск. Всего 13 молодежных научных лабораторий создано в республике за последние 5 лет, и в них трудоустроено более 150 молодых ученых. Научные направления лабораторий связаны с программами деятельности и технологическими проектами Межрегионального научно-образовательного центра «Север». Это территория устойчивого развития. Среди них вычислительные технологии моделирования многофизичных и многомасштабных процессов криолитозоны, экология атмосферы, генетические ресурсы растений, полимерные композиты до севера, радиационные технологии и многие другие. В Мирнинском районе продолжается прием абитуриентов в технический колледж и политехнический институт. Самыми популярными направлениями среди абитуриентов остаются IT и инженерные специальности. Подробности далее. Продолжается прием заявлений на поступление в профессиональные образовательные организации на территории Мирнинского района. В новом учебном году в региональный технический колледж выделено 410 бюджетных мест, где прием документов осуществляется до конца августа. В Мирном набираем по 10 специальностям, в наших отделениях в Айхале и в Удачном по 3 специальности, а в Светлинском отделении
энергетики, нефти и газа – это 5 специальностей. Кроме того, у нас есть еще наш филиал кадетская школа-интернат имени Трошева, которую тоже набираем ребят практически во все параллели, кто есть. В техническом колледже по-прежнему остаются популярными IT-специальности, что показывает наибольшее количество заявлений от абитуриентов. Такая картина видна и в Политехническом институте филиала Северо-Восточного федерального университета. Есть набор на очную форму обучения, на заочную форму обучения и на очно-заочную форму обучения. В этом году это первый набор по очно-заочной форме по направлению экономика. Так, в этом году у нас поступило 279 заявлений на сегодняшний день по всем направлениям. У нас для абитуриентов предоставляется общежитие. У нас есть 2 корпуса общежития для технических направлений и для гуманитарных направлений. Что касается Политехнического института, то в этом году тут выделено 155 бюджетных мест. Стоит отметить, что одним из важных факторов выбора учебного заведения поступающие отмечают наличие общежития. Я подал заявление на несколько специальностей. В основном это нефтегаз и горное дело. Горное дело, оно всегда было тут востребовано и будет востребовано, я считаю. У нас горные предприятия – это градообразующие предприятия. Нефтегаз тоже набирает обороты. Вот. Я выбрал специальность в основе нефтегазовое дело и электроэнергетика. Я думаю, что нефтегазовое дело очень актуально в наше время, так как очень много разработок нефтяных месторождений. И вот выбрал эту специальность. Специальности, которым обучают в учебных заведениях города Мирный, всегда востребованы. Это доказывает то, что все выпускники СУЗа и ВУЗа трудоустраиваются сразу после окончания и даже во время обучения. Анна Васильева, Мирный. Для организации концерта достаточно всего 2 человек. Автоклубы, доставленные в Якутию в рамках национального проекта «Культура», продолжают свою деятельность в республике. Всего в распоряжении региона есть 5 подобных автомобилей, один из которых в Якутске, но остальные распределены между Амгинским, Вилюйским, Верхним Вилюйским и Столданским районами. Сцена такого автоклуба выдерживает до 10 выступающих человек одновременно, ну а сам автоклуб оснащен всем необходимым оборудованием – звуком, освещением и дизельным генератором. Такой мобильный передвижной культурный центр, он может работать благополучно в отдаленных участках и там, где нет стационарных домов культуры. То есть мы можем выезжать на слега, летние фермы, и также во дворах очень хорошо отработаем. Отмечу, что ближайший концерт при участии автоклуба состоится уже 19 августа. В селе Табага пройдет юбилейное мероприятие «Старой Табаге 280 лет». Культурному парку Нерингри выделят 150 миллионов рублей. Федеральные гранты получили 5 городов Якутии, победители всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Денежные средства будут направлены на строительство культурного парка. Сам парк спроецирован вокруг Центра культуры и досуга имени Пушкина, что отразилось в его тематике. Благоустройство территории разделено на 3 зоны – сквер, аллеи и активная зона. Будут расположены также теплые павильоны, световые качели, детские площадки, дополнят пространство разнообразные арт-объекты. Я очень рад, что на уровне федерального центра были мы поддержаны, малый город, город Нерингри, и этот проект будет реализован в течение следующих 2 лет. Почему центр города? Потому что мы знаем прекрасно, что площадь города Нерингри, ДК находится все рядышком, и оно притягивает население, притягивает молодежь сюда. Это парк, такой замах большой, практически мини-парк Галицкого, ко всем известный в России, который будет реализован на территории города. «Твоя сила духа» с таким девизом в Якутии начали разработку местных пуховиков и комплектов одежды. Причем саму одежду планируют шить не только модной, но и, самое главное, теплой. При этом за сопротивление холоду будет отвечать уникальный элемент. С передовыми якутскими разработками знакомилась наша съемочная группа.
Это не просто очередной этап импортозамещения, это уже ответ крупным российским производителям теплой зимней одежды и их китайским копиям. Первые, безусловно, проигрывают в цене, а вторые в качестве. Резидент технопарка «Якутия» под торговой маркой «Хатугутанас» начал разработку настоящих якутских пуховиков. Ранее компания уже занималась созданием разных элементов одежды, в том числе штанов, жилетов и стелек для обуви. Теперь черед такой одежды, которая выдержит испытания нашим суровым северным климатом. Это, я думаю, цена это, извините, спекулятивная. Никак не может стоить такая куртка 40 даже тысяч, да? Мы делаем по себестоимости плюс, то, что положено себе проценты, да? Эта куртка у нас стоила 14 тысяч в розницу. К нам обратились альпинисты из Челябинска. Сказали свои требования, какие условия эксплуатации. Под это мы подобрали из того, что у нас есть. В общем-то, эта модель оказалась, наверное, довольно удачной. Никто не жаловался. Основное отличие якутских курток в том, что содержится у них внутри. Там, в самом сердце изделий, шерсть оленя. Уникальный материал, который гораздо лучше защищает от холода в сравнении с тем же гусиным пухом, и, безусловно, с синтепоном. А в сочетании с современными тканями, которые идеально выводят влагу, получаются вот такие вот образцы, в которых комфортно как самой ранней осенью, так и самой суровой зимой. И это не пустые слова. Опытные образцы прошли успешное тестирование как в горной местности, так и в условиях городов и мегаполисов. В одежде тепло и в сырых ветреных московских зимах, и в суровых 50-градусных морозах Якутии. Все это благодаря сочетанию шерсти оленя, прослойки уникальной мембранной ткани и флисовым вставкам. Кстати, подобное изобретение официально запатентовано в России. В первую очередь разработки планируют запускать на внутренний рынок республики, но уже потом масштабировать на всю страну. Весь мир зимнюю одежду шьет по образу альпинистов-лыжников. Большинство якутян не являются альпинистами или лыжниками. Мы здесь всадники, мы здесь охотники, мы здесь водители, которые в 7 месяцев отрицательной температуры хотим удобную, эргономичную, легкую в носке одежду. И вот, исходя из этого, мы вдохновились образом Дугуйдана Винокурова, нашего якутянина, который на якутской лошади с полюса холода до Белокаменной дошел. Первые пилотные проекты, первые пилотные образцы у нас появятся уже до первого снега. Мы дадим нашим туристам возможность, то, что если они в Якутию приезжают, они могут в нашей местной зимней одежде, которая удобная, которая модная, не прочувствовать те самые экстремальные холода и приятно впечатлиться нашей зимой. Безусловно, подобные разработки положительно сказываются на туристической привлекательности и узнаваемости региона. В целом, за последние 5 лет этой сфере уделялось большое внимание. Например, только в этом году на грантовую поддержку туризма в регионе направят 67 миллионов рублей. А это значит, что еще больше людей смогут посетить разные уголки республики и почувствовать настоящую силу духа Якутии. Петр Васильев, Артем Алексеев, Якутск. Сегодня, 3 августа, во всем мире отмечают День арбуза. Сладкий и вкусный плод является необходимым атрибутом летних пикников. К слову, у нас в Якутии тоже выращивают свои собственные арбузы. И самый сочный и спелый из них попробовала моя коллега Надежда Саханская. Отлично утоляя жажду и будучи совсем не калорийным, арбуз, конечно же, заслужил массу внимания. Фермерское хозяйство в Жатае занимается выращиванием многих агрокультур на протяжении 10 лет. Каждый год голландские сорта новые завозим и до сих пор экспериментируем. У них постоянно селекция меняется, поэтому каждый год новые, все раньше и раньше есть сорта, которые получаются. Красный, спелый, сочный – все эти слова можно отнести к главному фрукту лета – арбузу. Хотя на самом деле это ягода. Эксперты говорят, для того, чтобы выбрать правильный плод, который будет внутри спелым и сахарным, необходимо смотреть на то, чтобы здесь обязательно была желтая область. Это говорит о том, что плод действительно лежал на земле, питался с корня и получил все необходимые макро- и микроэлементы. А все разговоры о том, что по фрукту надо стучать или смотреть, сколько на нем полос, это все не более чем обывательские байки. Тем не менее, мы нашли нашего кандидата и собираемся его попробовать. Здесь, в хозяйстве на открытом грунте площадью в 30 гектаров выращивают овощи и ягоды. Для хорошего урожая используются различные технологии и агрономические приемы. Например, инновационная система капельного полива увеличила урожайность земли на 30%. То мы раньше поливали канавки делали
по грядкам воду пускали. А здесь сейчас полив настроили, каплю положили. Все, мы ходим, просто краники открываем, закрываем. За кадром мы, конечно, провели необходимые манипуляции на арбузе для того, чтобы определить, насколько он свеж, спел и сладок. И теперь наступает самый волнующий момент. Действительно спелый. Прямо с куста ежедневно с полей пригородного хозяйства собирают более тонны свежих овощей и реализуют ее на рынках. Индивидуальные предприниматели предпочитают работать с местной продукцией. Продавцы заверяют, что выращенное в Якутии абсолютно без химикатов и на уровень выше по вкусовым качествам. Арбузы срывают, наверное, немножко недозрелыми, потому что не довезешь его сюда, перезреет. Естественно, и вкусовые качества хуже. А наша продукция спеет на корню, и она намного вкуснее и свежее. Еще 10 лет назад о свежих арбузах прямо с грядки жители Якутска могли только мечтать. Однако теперь, несмотря на суровый климат, мечты становятся реальностью. Надежда Саханская, Илья Сыромятников, Жатай. На этом все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий в дальнейших эфирах. До встречи.